Почему одни люди успешны, другие нет? Те, которые стали успешны, они выбирают, что важное, а потом для этого находят время и деньги. А другие, они что говорят? Я пока это делаю, потому что деньги и время нету пока. Попозже подумаю об этом. Они выбирают из того, то, что сейчас на него имеет доступ. Силы хватает, деньги хватает, время хватает. Они начинают выбирать так. Соответственно, к чего-то большое, к чего-то великое, у них так и не время и деньги не появятся. Поэтому, чтобы жизнь не потратить на мелочей, нужно сначала выбрать, что важное тебе, и для него найти время и деньги. И цели то же самое. Стратегические цели, о которых мы говорим, не думать о деньгах, выбрать, что важно делать, когда мы поняли, что это надо, а потом под него работать, чтобы находить деньги и время, и все. И потихонечку получится. Я заметил, что люди не умеют думать. По большому счету, основной проблема людей не потому, что жизнь сложная. Пожалуйста, внимание. Основной проблема людей не потому, что задачи, которые у них есть, нерешимы. Или проблемы, которые у них есть, они очень трудные. Проблема заключается не в самом проблеме. Проблема заключается в способности их мышления. То есть люди затрудняются думать. Им тяжело думать. Им трудно думать. То есть как находить пути решения. Им вот это тяжело. Например, другими словами, давайте возьмем два человека. Простым словами. Скажем, одного человека вот так и другого человека. У этого представьте, что он миллионер. У этого представьте, что человек, который элементарно работает, чтобы просто кормить себя и так далее. Теперь скажите, пожалуйста, задачи, которые у этого человека пойдет под рукой. Какую-то задачу, например, элементарно купить дом. Для него это проблема? А для него это проблема? Вы видите, оказывается, проблема заключается не в самом проблеме. Проблема заключается в голове людей. Не надо его думать. Например, в данный момент у вас есть какая-то ситуация. Откуда я это понял? Когда был в долгу и проблемах, и денег не было, и так далее. И очень было тяжело. Я сидел, думал, вот моя проблема. Была бы проблема для Дональда Трампа? Я думал, это же была какая-то ерунда какая-то. Наверное, он каждый день решает какие-то десятка таких задач. Я сидел, думал, значит, не проблема сложная, значит, я маленький человек. Бедные мысли категориями толпы. Что значит бедные мысли категориями толпы? Знаете, вся мода, вот это все, если посмотрите, вот это все, то, что происходит на современном мире, она адаптирован и ориентирован на мышление толпы. Что это такое? Если вы внимательно посмотрите, вся вот это то, что происходит вокруг нас, вот это, она ориентирована на мышление толпы. Толпа. Это мода, это все менталитете и так далее. Это мышление толпа. Толпа сам по себе, вот внимание обратите, толпа никогда успешной не бывает. Есть среди толпы единицы, которые успешны. Кто пойдет путем, как толпа, он никогда не добьется успеха. Потому что это невозможно. Это нереально. Правую руку поднимем, повторим за мной. Если мы будем делать то, что делают все, мы получим те результаты, которые имеют все. Если мы будем делать то, что делают все, это золотая страница, мы получим те результаты, которые имеют все. Все богаты не бывают, все счастливы не бывают, все умные не бывают. Чаще всего толпа бедная. Чаще всего толпа это что? Нуждающие. Значит, толпа сидит возле телевизора, ты не садись. Толпа часто ходит по свадьбам, а ты не ходи. Толпа часто ходит по базарам, а ты не ходи, ты будешь процветать. Мой наставник однажды мне говорил такую фразу. Он сказал, что, знаешь, сынок, вот есть дорога, внимание, есть дорога.
где все толпа народ идут, а ты не иди по него. Создай свою дорогу. Пусть она маленькая, но свою тропинку, ну, сделай его. И я сидел, думал, классно. Давайте посмотрим все миллионеры и миллиардеры в этом мире. Они создали свою дорогу сами. Стив Джобс создал Apple свою дорожку. И давайте любого этих богатых людей, посмотрите, они создали свою дорогу. Большинство из них вот так и сделали. Просто создай свою дорогу. Вы знаете, вот пусть маленькая, но она должна быть твоя. И ты процветаешь. И это здорово. Поэтому бедные люди мыслят категориями толпа. То есть как? Они делают то, что делают другие. Они копируют то, что делают другие. Они мечтают жить как все. Или основная приоритет для них не жить хуже других. Что скажут другие и как скажут другие, не быть хуже других. Вот в таком духе. Что делают богатые люди? Богатые мысли категориями индивидуальности. Богатые мысли категориями что? Индивидуальности. Что означает, что богатые мысли категориями индивидуальности? Это означает, что надо найти свою именно сильную сторону. Надо найти свою индивидуальность. В чем ты силен, в чем ты особенный. Что есть у тебя то, что у других нету. Что могут тебе помочь быть индивидуальным? Знаете, у всех людей есть индивидуальность. Я этому верю. У всех людей есть индивидуальность. Нужно эту индивидуальность находить. Когда человек найдет свою индивидуальность, он однозначно процветает. Всегда. Люди процветают, когда найдут свою индивидуальность. Значит, получается, что проблема не потому, что жизнь сложная. Проблема в том, что люди не могут найти себя. Не могут найти свою индивидуальность. А чтобы найти свою индивидуальность, надо найти наставника и надо тренироваться разную свою сильную сторону. Пока ты не найдешь, в чем ты силен. Но если ты не попробуешь, ты не поймешь, в чем ты силен. Правильно? Откуда ты можешь узнавать, если ты ни разу не попробовал? Это же надо попробовать, чтобы узнавать. Человек, если кто-то смог сделать что-то, ты тоже сможешь. Если у кого-то что-то не получается, это не означает, что у тебя тоже не получится. И для чего мы об этом говорим? Потому что часто люди берут пример от неудачников. Часто люди берут пример у тех, у кого не получается. Зачем брать пример от того, у кого не получается, когда можно брать пример у того, у кого получается? Сомнение осталось от дьявола, когда Господь сказал почти поклоняться перед человеку. Он сомневался о своей высокомерии. Он сказал, я должен поклониться перед этим человеком. Ты его создал от глины, меня от огонь. Как я могу перед него поклоняться-то? И вот это сомнение с того времен пришло к нам. Это что означает? Если человек сомневается в себе, его реальная жизнь превращается в ад. Попробуйте на минуточку, и вы это увидите. Например, попробуй сомневаться в своей жене. Твое счастье превращается в несчастье. У тебя много будет боли, обида, переживаний. Сомневайтесь в своего мужа, и вы сразу увидите. Счастье вообще исчезнет. Сомневайтесь в свой успех. В успех. Сомневайтесь. Успех превращается в неудачу.